Владимир, расскажите, пожалуйста, немного о вашей деятельности. Значит, вас звать Владимир? Владимир Полосков, Воронеж. Сам город Воронеж? Ну, да, я коренной воронежский, но с 2001 года проживаю в сельской местности, село Костенки, историческое место, 40 тысяч лет назад там жили уже люди, это официально учеными подтверждено, и я являюсь заместителем председателя Совета Воронежского земства Среднедонья. У нас планируется, в нашей области планируется организация поселений нового типа, то есть чтобы там были здравомыслящие люди, ну, желательно без вредных привычек, которые придерживаются, поддерживают славянские традиции и там артельный принцип, то есть общинный. Мы вот хотим именно выстроить, чтобы в нашем поселении уже было, ну, для современных людей это по-новому, так-то, так, как жили наши предки, с учетом тех современных технологий, которые сейчас существуют. У вас уже в этом поселении кто-то живет? Пока в стадии организации еще конкретно никто не живет. То есть, территория есть, земля? Вопрос вот сейчас, да, вопрос решается, да, вопрос о земле, вот мы как раз его сейчас прорабатываем. У нас там несколько, ну, взаимодействий с властью, то есть чтобы там и на законодательном уровне было принято, чтобы по гектару земли давали безвозмездное пользование, исходя из того опыта, который запускается на Дальнем Востоке. Когда все эти законы будут приняты, то есть мы попытаемся принять этот же закон и в нашей Воронежской области в опережении федерального. В принципе, ну да, этот федеральный закон будет только для Дальнего Востока, но мы его хотим переложить на наш... Внедрить. Да. Так. Я являюсь тоже заместителем руководителя рабочей группы мы вот взаимодействие с властью работаем. Ждем здравомыслящих людей, да, и готовы сотрудничать, кому это тоже интересно. Спасибо. Вы разделяете те мыслеформы, которые изложены в книгах Владимира Мегре «Анастасия»? Естественно, в принципе, лично у меня все с этого и началось. Но сейчас как бы это был толчок, скажем так, чтобы не проснуться. А сейчас вот дальше уже вот пошли как бы бытовые моменты. В книгах там был образ. А сейчас вот, ну, интересно стало, а какой же был быт? И изучаем, то есть и нашлись эти люди, мы славянские общины объединяем, я и членом родной партии являюсь, тоже участвовал в выборах, не выбрали меня в этом году в депутаты там на местном уровне, ну ничего, опыт был получен, а вообще как бы мы вот возрождаем земское движение у нас в области. И кому это интересно, ждем и готовы сотрудничать. То есть за возрождение натуральных, нормальных условий жизни. Мы за возрождение традиций, мы вот на Новый год нам дают даже площадку в центре города, то есть мы потихоньку, постепенно проводим праздники, мероприятия именно по возрождению традиций. У нас есть люди, мы с ними сотрудничаем и все это дело проводим. И в дальнейшем собираемся проводить, и только это должно нарастать, по крайней мере, в нашем крае. Задача вот такая, пока. Ну, а дальше организация поселений, то есть будет сначала как бы пробный какой-то, и в дальнейшем... Будем дружить. Согласен. Ждем. Спасибо.